Легой Тойон – это выдающийся деятель средневековой истории якутов, родоначальник Барагонского улуса. Он жил около озера Мюры, в самом центре барагонских земель, был самым крупным скотовладельцем в улусе. Жил в период прихода русских на якутскую землю, в эпоху присоединения Якутии в состав российского государства. Обладал природным умом и мудростью, влиянием среди других улусных лидеров Якутии, завязал дружественные, взаимовыгодные отношения с русскими, отвечая за безопасность своих земляков. Легой выделил русским казакам землю для постройки Ленского острога на правом побережье реки Лены в территории своего улуса. После присоединения Якутии в российский состав первые русские казачьи отряды стали налагать на мужское население коренных народов доселе незнакомую для них дань, так называемый ясак, в знак покорности русскому царю. В размере собираемого ясака не было единообразия, так как платили его с рода. Поэтому в 1638 году было принято решение создать самостоятельное якутское воеводское управление, чтобы ввести единый имущественный принцип сбора и стабилизации обстановки. Первые воеводы начали вести перепись населения, против чего в 1642 году жители других улусов решили поднять восстание. Легой убеждал тойонов племен пойти на компромисс и разрешает начать перепись с его улуса. Легой предпринял такой шаг, чтобы уберечь своих земляков от напрасного кровопролития. Оплата ясака стала гарантией стабильности и мирного сосуществования. Впоследствии и другие предводители последовали мудрому решению Тойона Легоя. Его жизненный путь завершился на рубеже 50-х, 60-х годов XVII века, ибо после этого его имя больше не упоминалось в документах. Но нам известно, что у Легоя были 6 сыновей, из которых самый старший Тораней встал вместо отца во главе улуса. Сейчас имя Легоя Тойона фигурирует не только в фольклорах и произведениях национальной литературы, но и в официальных русских документах средневековой эпохи. Его имя носят Наслега и площадь в Усть-Алданском улусе.